Несмотря на то, что сегодня будний день, в центре довольно много людей. Это все волонтеры, люди, которые пришли сюда для того, чтобы помочь просто по, что называется, по зову сердца. У кого-то сегодня выходной, кто-то находится в отпуске и свое личное время решил потратить на то, чтобы помочь мобилизованным якутянам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. В центре любой желающий может помочь. И для этого вовсе не обязательно иметь какую-то квалификацию или особые умения. Занятия тут подберут каждому. Спектр работы в волонтерском центре очень широкий. Ежедневно, как видите, порядка 20-30 человек, вот у кого в свободное время происходит, приходят, помогают, да, вот кто-то шьет, кто-то вот маскировочную сеть делает, да, кто-то семьям помогает, участников СВО. Сейчас очень актуальная тема, да, как раз уборка снега, уборка территории, поэтому у нас волонтеры, так скажем, каждый день помогают без, так скажем, остановок. Тут же принимают и вещи, которые приносят якутяне. На многих предприятиях люди в свободное время собираются для того, чтобы изготовить блиндажные свечи или сшить балаклавы и дождевики. Это и многое другое доставляется в центр, а отсюда уходит на линию соприкосновения. Это и маскировочные сетки, и свечи, и теплую одежду, продукты питания. Ну, то есть спектр очень большой. Мы же сейчас помогаем теперь и раненым, которые находятся в госпиталях Хабаровска, Владивостока, значит, Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга. Это те города, в которые мы уже реально отправили продукцию. Это в основном с улусов местная замороженная продукция, которая помогает нашим ребятам быстрее прийти в форму. Уже не первый месяц в школах проходит акция «Письмо солдату». Дети пишут письма для бойцов, в которых желают им победы, здоровья и высказывают слова гордости и поддержки. И эти письма тоже отправляются через волонтерский центр. В этих двух конвертах 36 писем по количеству детей. Дети писали эти письма на уроке, и я видела, насколько проникновенные они были, когда писали эти письма. Письма детские, конечно, с рисунками, но душу трогают. Я когда читала, прямо было чувство гордости за ребят. Практически каждый день в центр приезжают представители разных районов республики, которые привозят посылки для своих земляков. Количество мешков, коробок и пакетов в зале центра наглядно показывает стремление якутян помочь тем, кто сейчас находится на передовой. Александр Хавренко, Джилус Иннокентьев, Якутск.